Эксперты Всемирного банка организовали онлайн-брифинг под названием «COVID-19 в Центральной Азии. Бедность и социально-экономические последствия», в рамках которого они обсудили влияние пандемии коронавируса на экономику и последствия эпидемии. В ходе диалога с журналистами эксперт Всемирного банка по Центральной Азии, экономист Уильям Зейтс, оценил влияние пандемии на рынок труда в Центральной Азии. Мы пытаемся получить как можно больше информации, это прогнозные показатели, для того, чтобы посмотреть, в каком направлении идет рынок труда, рассказал эксперт. Who were in a situation where they had their income decline. По мнению Зейца, одним из главных критериев является количество открытых вакансий. В Узбекистане на популярном веб-сайте по сравнению с прошлым годом количество открытых вакансий сократилось примерно на 75% по всем видам работ. В определенных отраслях сокращение прошло даже на 90%. Аналогичная ситуация в Таджикистане. Такая же ситуация по Казахстану, рассказал эксперт. Зейц спрогнозировал, что рынок труда Центральной Азии не сможет быстро восстановиться. Напомним, что только в Узбекистане, по данным Минтруда республики, с момента начала карантина число безработных уже увеличилось на 600 тысяч человек, достигнув показателя в 2 миллиона человек. Предупредили, если в последующем будет определен. Эксперты выражают опасения, что в странах с еще худшей экономической ситуацией последствия могут быть куда более серьезными. That these really crucial programs, like social assistance programs, are safeguarded and even expand to respond to increases in need.